У него в патронташе, может это будет смешно, на один патрон заряженный перловка, крупа перловка. У меня, ребята, все по-скромному. Конфеты, горошек такой, обычный шоколад с собой и леденец. Это хорошая штучка оказалась. Тоже вот барбарис, мятные там леденцы. Это вот когда уже чуть-чуть хочется покушать или хочется попить, там леденец сосешь и вообще помогает. А сейчас я немножко попью чай и пойдем дальше. Ешь конфету. Знали бы, какая хорошая погода сегодня. Мне так хорошо, и, честное слово, нет слов. Такой штиль и дождя нету. Я балдею от этого. Горячий чай. Да, Айда? Молодец. Послушный пес. Послушная. Все, чай пьем и идем дальше. Да, Айда? Ребята, я случайно услышал звуки перелетов. И вот за этой опушкой леса там штук 5 или 7, наверное, думаю, косачи летели. И я так промеж деревьев смотрел и далеко, куда-то вон в ту сторону речки улетели. Не знаю, от меня или может где-то здесь они сидели. Случайно увидел, случайно. Слышал звук крылья и вон туда вот летели они вообще. Штук 7 штук было. Не больше. А от кого? От чего улетели, непонятно. Собака там бегает, нюхтит. Видимо, здесь, наверное, косачи были. И в ту сторону улетели. Как я думаю. Что-то она резко побежала туда. Но они далеко улетели. Очень далеко. Промеж деревьев я их видел. И эта вырубка тоже уже зарастает. Все уже зарастает, березы выходят. Ну, наверное, может, меня услышали, из-за этого улетели. Хрень его знает. Тишина сегодня, вообще штиль. Стопудово они отсюда и улетели. Взлетели и улетели. Да уж, море по колено. Вот это да. Только воды в этом году. Потому что сапоги не протекали, блин. И здесь самое главное, ручей будет перейти. Вот это да. Только вот, ой, блин, нога не достает. Как же я переходить-то буду тут? Тут слишком много воды в этом году. Так, и палки нету. Ёлки-палки. Ёлки-палки нету. Здесь и глубоко, я вам скажу. Где там мост должен быть? Непонятно где. Так.
дна нету тут. Пока, ребята, я выключу. А то балансировку я потеряю тут. И блюхнуться можно. Где этот? Кое-как проскочил я тут, ребята. Вообще глубоко. И обычно чуть-чуть мост виден. Там 2 бревна тоненьких. Где-то диаметром 10 сантиметров, наверное. И они все в луже. В этом ручье-то есть. Ручей течет. И в этом году очень большая она. Так. Ну что. Мы, в общем, идем дальше. Также будем сейчас идти по тайге. Здесь возле этого ручья там кружок такой сделаю. Потом опять выйду на просеку. Там посмотрим, может кто-то излетит. Ай, неприятно тут ходить. Смотрите, какие райские места для боровой дичи. Как сосны, елки. Самое то для того, чтобы жить им здесь. Но, видимо, черники нету или корма нету. Их тоже тут не видать. Я уже хожу по тем местам, где можно встретить именно где вот держится боровая дичь. Айда там не ухтит что-то. Не то белка, не то куница тут сейчас стоит. Что-то чувствует, бегает туда-сюда. Не может определиться где. Вообще красота. Не место, а райское место. Райское место-то есть. Помню, здесь не то рябчик, не то кополуха тут сидела. Но на кополуха все-таки чуть размером больше рябчика. Помнет. Сейчас навигатор включал. Отметил точку, ставил точку. Может быть, кружок сделаю здесь тоже. Куда-нибудь сюда выйду. Не знаю, как там. Какое направление взять. Куда бы еще сходить. Хотел на Лесопунтовскую дорогу выйти. Но как-то передумал. Я думаю, лучше возле реки буду обратно уже к избушке возвращаться. В принципе, собака работает, но к сожалению сейчас пока никого. Сколько километров уже прошли, никого еще не встретили. От собаки еще никто не взлетал. Так, ладно, идем. Идем, не останавливаемся. Еще усталости не чувствуем. Ребята, был первый взлет. Вот здесь глухарь сидел. И Айда начала лаять. Как-то я не определился даже. Вроде сел или просто крыльями ударил. Сейчас пойдем на лай. Посмотрим, может действительно сидит там. Тоже не так хорошо лает, блин. Останавливается что-то. Неуверенно лает. Главное с направлением не перепутать. Ладно,
вроде все просмотрел. Метров 100, наверное, прошел я. И я его не наблюдаю. И Айда сразу же отошла, я не знаю почему. Что-то возле меня она туда-сюда ходит. И звук такой был, что как будто глухарь сел на самую вершинку или же на сухостой. Не было такого грохота, чтобы он, скажем, сел в дерево именно. Вот. Такого шорох такого не было. Но он большой, крупный. И если, конечно, он куда-нибудь в сосну сел, он с грохотом, а, видимо, там крыльями она об дерево ударил, дальше улетел. Потому что я все просмотрел, и просматривается вроде как хорошо сосны и неплотные сучья. Можно, если что, увидеть. И он тоже, когда собака рядом ходит, он ворчит. И собака всяко услышит. Улетел. Минут 15 уже, наверное, где-то. Смотрю, наблюдаю, не могу найти. Везде уже смотрю, там сухостой. Если только на самую вершинку или на сухостой. Но нет. Тишина. Фиг знает, где он. Человек улетел, наверное. Если здесь он был, мы давно уже бы нашли. Или взлетел уже, потому что я разговариваю. Не стал бы он терпеть. Нету. Ушла птица, но это нам по пути, в принципе. Мы круг сделаем. Все равно в той стороне еще будем. Ладно, оставляем. Не нашим. Поэтому и улетел. Снова вышли мы на вырубку. Не на вырубку, а на просеку. Все путаю. Вот просека. И идем строго на восход. Там запад. И вот перед тем, как выйти на эту просеку, мы немножко вот там поснимал, как я холостую подходил к глухарю. Оказывается, этот глухарь, видимо, ударил крылом и улетел дальше. Айда там пару раз полаяла. Не знаю почему. И она бежит. И сразу же ко мне прискакала, там вообще удивленно смотрит в небо. Куда я смотрю, зачем смотрю. А я, в принципе, искал глухаря, который, не знаю, где уже сколько метров, километров улетел от нас. Сейчас, может, еще летит. Но это нам по пути, в принципе, как говорил. Сейчас где-то километра полтора будем идти по этой просеке, а там свернем налево и будем идти по навигатору, где-то круг такой сделаем, может и даже спустимся к речке, потому что толку в самой тайге ничего нету, ни взлетов никаких. И я думаю, лучше пройдемся возле речки. Может, рябчиков
видим. Но с собакой, конечно, подстрелить тоже вряд ли получится. Да и не стараюсь, как бы стреляю я в Рябчикова, и она умудряется, хватает и убегает, и не дает мне. Бесполезно воевать. И раньше как-то стрелял, пугал, пытался отобрать, но она быстрее меня. Некоторые в таких случаях, когда боровую дичь собака забирает, некоторые над собакой, выше над собакой стреляют, пугают так. Но кому-то этот выстрел дает урок, перестает как бы забирать, красть боровую дичь. Некоторые бесполезно, они, если крадут и будут красть. Знаю одного знакомого, односельчанина. У него в патронташе, может это будет смешно, на один патрон заряженный перловка, крупа перловка. И если, скажем, боровую дичь, куропатки взлетели. 2 штуки их видел, но куропатка уже белые. Я остановился на перловка. Скажем, собака, если схватит добытую дичь, он стреляет патроном с перловкой по собаке. Но это ничего страшного, в принципе, я тоже так думаю. Перловка боль даст, а ничего с собакой не случится. Ушла собака моя тоже, за ним побежала. Ну, каждый год я здесь их вижу, этих куропаток. Но они уже начинают, оперение уже меняют, уже белые. Немножко рассказал опять какую-то историю о своей жизни, что я знаю про перловку. Ну, конечно, знакомый рассказывал. Мне сперва тоже как-то смешно стало, и я спрашиваю, может там вообще пробьет там, как сказать, кожу у собаки. Ничего, говорит, не случится. У него в опыте уже этот случай был. Стрелял, учил собак так. Так что может. Дроби, конечно, некоторые выше собаки стреляют, но дробь рассеивается и может попасть там дробинка в собаку. Но от этого тоже не умирает собака, но погоду будет знать, перемены погоды. Вот так вот. Здесь тоже можжевельник. Или, если не путаю, надеюсь, это можжевельник, наверное. Или керчь. Все время путаю. Вот. И тоже тяжело идти. Они высокие, высоко растут. Как бы где-то 60 сантиметров высота, и вязкие, так нога идет, и тяжело вообще. И запах от нее тоже. Даже бывает, голова может разболеться от этого запаха. Здесь однотонно такой лес. Сосны. Но все равно вот для глухарей надо, чтобы сосны с этим были, с елками. Да, было дело тоже. Тут тоже там путики я вставлял, там болото тоже, такой тягун. И возле этого болота тоже путики делал. Но все забросил я это место. Как-то надоело действительно. Вот
сколько километров и один глухарь. Куда она подскакала-то? Что-то слышит непонятно. Я болтаю, как тоже не понял, может кто-то взлетел. Может рябчики, не знаю, не слышал я. Резко побежала так. Ладно, будем идти. Здесь пока снимать, как видим, нечего. Тишина. Тишина, но зато показываю природу. Коми лес, коми тайга. Молодняк. Здесь не вырубают молодняк один. Иду по такому месту, как будто парк. Смотрите, какая красота. Приятно идти по такому месту. Почва твердая, плотная, не проваливаешься. Расстояние такое большое, где можно кого увидеть. Но, к сожалению, пока тишина. Немножко проясняется и, как ни странно, ни одной гусиной стаи еще не пролетела сегодня. Не знаю почему, или рано чуть-чуть еще. Также иду все еще. Нет, обманываю. Иду на север уже. Иду на север. Я как бы уже 1,5 километра на восток прошел и повернул на север. Там чуть дальше, откуда я шел, с той стороны, в общем, я иду. И там я немножко посидел, отдохнул. Также что-то резко захотелось покушать, аппетит проявилось. И немножко покушал, там посидел, отдохнул. И сейчас вот дальше иду. В общем, вывод такой, что лес пустой, вообще дичи нету. И, наверное, еще я буду пару дней и съезжу домой. Там надо некоторые дела сделать. В район, в райцентр надо съездить. Там дела свои сделаю и, может, приеду снова. По речке спустился одномоторная лодка, я слышал. Еле слышно, но видно, что кто-то спустился, все. Охотники, наверное, уже тоже поняли, что делать лесу нечего в этом году. Боровой дичи нет у нас. Не знаю, как в других районах. Обычно в Устилинских там много дичи бывает. Но у нас, вот где я живу, тут лес пустой. Ни одного звука, шума, шороха, так, чтобы кто-то пробежал или кто-то взлетел. Пока тишина. Сейчас будем идти возле ручья. Там посмотрим, какая погода там, возле ручья. Хотел по трассе ходить, но там место болотистое и в этом году вообще сыро, тяжело ходить. И я выбрал этот путь, более легкий, но тяжелые, трудные моменты еще впереди нас ждут. Там
ручьи там, переход будет в 2 или 3 местах еще. И здесь черники много, оказывается, было. Черники вон там. Здесь вот место такое, что именно вижу везде листья от черники. Место такое, значит, черники здесь, наверное, в этом году тоже было. А брусники мало. И брусника почему-то еще очень кислая, не созрела еще. Ладно, я дальше болтать не буду. Здесь тоже лес такой, более такой, что должно быть дичь. Елки сейчас на подходе. Спуск небольшой и ручеек должен здесь быть. Возле ручья еще походим, а потом, если ничего нету, выйдем на речку и обратно к избушке будем уже направляться. Безветренно и, конечно, шумно сегодня идем. Шумно идем. Но по-другому не получится. Потому что ветра вообще нету. Как бы стараюсь уже тихо идти. Красиво тут. И листья от брусника вон как ковер. Как ковер настоящий. Так красиво. И в детстве, когда школьником был, мы ходили, собирали для аптеки, для сдачи, наверное, листья от брусники. Там мы собрали, а там школа, наверное, сдавала в аптеку. Много мы собрали, целыми днями. Походы ходили и брусничные листья. Говорят, что от почек там лечит что-то. Если почка заболела, надо настойку пить от брусники. Листья завариваешь в термосе, скажем, и пропариваешь и пьешь. Но я как думаю, вот некоторые все время говорят, рассказывают, там надо пить эту траву от такой-то болезни. Но вот именно я думаю, все равно какие-то секреты, которые человек не знает, есть. Может, листья брусники и помогают. Но вот лично мое мнение, что вот время надо, когда надо собирать там полнолуние или новолуние, или последняя четверть, или в росу, или утром, или вечером, все равно какие-то ошибки люди делают. Собирают, пьют, но это уже эффект не дает. А если знаешь, вот скажем, именно вот когда нужно собирать лечебные травы, и может и поможет, действительно. А сейчас, чем раньше деды наши лечились обычными, скажем, картошку в мундире от горла над паром и держали, там дышали пар от картошки в мундире. И горло лечили так. А сейчас, так горло заболит, там без антибиотика мало когда и проходит. Все равно вирусы, там сами вирусы, как бы крепкими становятся ли, я не знаю, как там еще по-другому. Так что главное, чтобы лекарство в аптеках было. А как у нас одна аптека и много лекарств нету, приходится с города покупать, когда сами ездим или же заказывать. Вот так, отдохнули, поболтали. Ну все, я иду дальше.